каким можно поделиться? Бля, вот я шлепнулся. Там тоже какой-то митинг идет. Кто-то, блин, спасает, а кто-то убивает. В общем, помощь зверям, походу, идет. И там... Так, кто у меня тут есть? Стемпни. Раз, два. Так, ну что? Раз. Начинаешь? Открываешь? Да. Давай, я тебе буду подавать. Если хочешь, буду подавать. Окей. 27, да, надо начать. Кто начинает? Еще 30 минут. Ровно 30? Через 30, через 5. Охуеть. Теперь я что-то говорю. Но надо было написать, что после того, как я организовал похороны на 50 человек, поставил надгробные плиты, обжали. А теперь окей, еще на 50 обменяют. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Kimler var, kimler adamlar, arkadaşlar efiri paylaşın, videonu paylaşın. Edil Sülmüyor Doğan'ın önünde kameranın öğürüp kollayan olsa görkeleyin şeylerine, politre var, adamlar var. Böyle kameranın ayla kollayan ekim görürken. Verdiğine Türkmen aktivistlerimiz var, Rus aktivistlerimiz var. İlki bilen 20. Я помню, после этого случая 20 29 апреля я дам. Тебе дам. Во-первых, видишь, О. Aleykümselam. Burası Varşava'nın Meodovogon köşesi. OSCE deyip yazılıp durumda. Şu bütün dünyada adam hukuklarını koruyan kurumanın ilk baş kuruması Varşava'da yerleşer. Şol binasının önünde adam hukukları vardı ve bugünkü gün sağ olsun olanlar oylantırlar, fikirlentirler. 20. Aprel'e 27. Aprel'e geçen giyeceğini harasatlı giyeceğini atla aldıydılar. Akıllarına sağlık versin. Bana des berekallah. 4 yıl oldu ondan beylek. Ve bugüne çellik hakikaten hükümet eştenak, dinleyenak. Как положено, полиция var, koruya, ruhsat veriyor. О. Ну, можем начинать. 30. Давай. Сюда. Нет, сейчас. Микрофон возьми. Да. Еще раз привет, друзья. Сегодня Здесь, Давид. апреля. Возьми микрофон. Да? Да, уже можно. Спокойно говори. Ребят, всем привет. Сегодня 27 апреля. Город Варшава. Прямая трансляция. Мы начинаем митинг солидарности против диктатуры. Благодарю всем, кто пришел сегодня на митинг. Прежде чем начать, за тех, кто погиб и пострадал от урагана в городе Чжанчжоу в 2020 году, от взрыва военного склада в городе Безмей в 2011 году и от всех других стихийных бедствий во всех других городах и стран по вине халатности авторитарных властей. За тех узников совести, которые погибли в тюрьмах, за тех людей, которые гибнут за свободу, за тех, кто погиб в борьбе с диктаторским режимом и чекистской хунтой, за тех, кого убили и преследуют за то, что они просто другие, не такие, как все. Прошу минуту молчания.
Спасибо. Итак, мы собрались сегодня в день смертельного урагана в городе Чакчжоу в 2020 году. Власти не оказали людям адекватную гуманитарную помощь и пытались скрыть последствия и даже сам факт урагана. Эта власть, она до сих пор не признается в этом. Людей бросали в изоляторы и избивали, затем в тюрьму за то, что они пытались оказать гуманитарную помощь людям. Лишь бы репутация не пострадала. Я основатель Visit Rainbow Turkmenistan. Я, к большому сожалению, очень хорошо знаком с диктаторским режимом и что происходит во время диктаторского режима с правами людей. Чтобы удержать власть, преступники идут на пути и репрессий, использования государственного аппарата. И если права человека нарушаются в одном месте, то она рано или поздно нарушится везде. И это коснется и всех нас. Я также часть Варшавского альянса постсоветских диссидентов. Мы объединяем свои усилия, потому что людоедский режим и организации из 3 букв сотрудничают между собой. Объединяем свои усилия, чтобы эффективнее бороться со злом и бесправием. Сегодня будут выступать представители разных диаспор. Я передаю слово дальше. Спасибо. Да, всем здравствуйте. Я буду говорить про солидарность. И на мне сейчас флаги свободной России и свободной Беларуси, свободной от диктатуры. То есть люди, которые осознали, что они хотят быть свободными, борются за свои права отдельно, а диктаторские режимы друг с другом сотрудничают. Я взяла сюда свой старый плакат. На верхней части этого плаката написано «Покажите Навального живым». Я ее замазала красной краской, чтобы привести в актуальность сегодняшний днем. Навального сейчас нет в живых, как нет в живых и многих тех политзаключенных, которые были символом акции «Покажите их живыми», проходящих в Туркменистане более десятка лет назад. Это продолжается до сих пор, это продолжается в сотрудничестве друг с другом. То есть именно преступные спецслужбы сотрудничают друг с другом для того, чтобы репрессировать вот таких людей, как мы, которые мирно борются за свои права законными, легальными, правовыми способами. Мы здесь не призываем в ровном месте. Мы здесь не призываем к каким-то насильственным действиям. И мы здесь не критикуем, это очень нежелательно, других оппозиционеров. Мы пытаемся сотрудничать и проявлять солидарность в борьбе с диктатурой, как союз оппозиции разных стран. На нижней части плаката написано «Долой власть чекистов». Давайте покричим немножко. Долой власть чекистов! 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 Мы сообщаем режимам, что мы знаем об их сотрудничестве между собой. Мы сообщаем, что мы будем приводить в максимальную гласность все их преступления. Все ваши преступления будут раскрыты, вы уйдете в прошлое, как это случилось со Штази, с гестапо и с другими чекистами. А свободные люди будут продолжать борьбу за свои права до полной победы. Спасибо. Кто хочет еще сказать? Dzień dobry wszystkim. Przepraszam, że chcę mówić w języku ojczystym turkmeńskim. Aziz vatandaşlar, bugün hem 26-27 aprel 2020 yıl Turkmenistan'da Mari ve Lebap vilayetinde bolup geçen tebii harasatın hatırına 4 yıllığını yatlap Ştay'da bütün dünyada adam hukuklarını korumak boyunca guramalarının merkezinin karşısında, yani Varşava
Miyadowa köçesiniň 10-njy jaýynyň garşysyna bugünkü günde diktator rejimine garşy sessiz durmajaklar, gürlejekler, soňraçerli gürlejekler, Orsiýet bolsun we beleki postsoветский 15 respublikalaryň şolaryň sanyny käbirleriniz bilenler we bugünkü günde bu meraperiýatyny mitingi aýarlan doganlarymyz üçin, dostlarymyz üçin ulakan minnetdarlyk aýdýas. Yaxşı yaman nemeder sebebi 1980-88 yıl aralığında şu Polşa devleti kim SSR devletine karşılıkken, Orsiýada karşılıkken şolar kim solidarnost bilen yani cebislik ve ağzıbirlik bilen ondan şulan yola çıkıptırlar. Ondan şulan yola çıkılanda zalıma karşı buna Abdullah Kudurana gep tapmandırlar. Senin kemçiliğin var deyip. Düşmanımız bir değil mi? Gel bile bolalı. Buna da gep tapmandırlar. Seni eyle ya da beyle deyip. Gel ikimiz bile bolalı deyiptiler. Yani dindari, siyasetçisi, işgari, bağışlarsın sözün nemesini aydayın. Her türlü tipte insanlar beş varmak dengel diyeni alıp bizim meselemizi çözmek iman bilen, ağzı birlik bilen ve cebislik bilendir. Birbirimize lak atmak bilen, birbirimize toh atmak bilen, kirletmek ya karalamak bilen alacak yolumuz yoktur. Ve bunu bize 30 yıldan beri görüşeceğiz ya da 15 yıldan beri görüşeceğiz diyenler hem bize misal oldu. Dünya gayrı oturlar boş söz. Maveliğin Türkmenistan'ın içinde halk köseniye ve biz bunun farkındayız ve biz bunu biliyoruz. Ve yine de hem benize sağ olsun açacak ve minnettarlık açacak. İçimizdeki umudu öldürmen, içimizdeki umudu yitirmen. Biz hükmen kazanırız. Türkmenistan'ın halkı hükmen kazanır. Türkmenistan'ın hükmen ağzıbirlik, asuduluk ve adalet olacaktır. Dine Türkmenistan hem de elbette ki bütün dünya olsun yine bir yerden başlamalı. Orsiýet hem azat olacaktır. Önkü 15 respublikaların hem azat olacaktır. Azatlıkta edilen görüşte dine ekranına kıyrılıp oturmak ya da ikiliyle anısına kıyrılıp oturmak diyen sözlerden bu kıyrılıp oturan olsa, bu aydılıp oturan olsa bu edilip duran hareketler elbette ki meyvesini verecektir. Sabrın sonu selamettir. Sağ olun, salamat olun, dilekde olun, doğada olun. Elbetlik İslam, yamanlık İslam. Adamın kanunluk mu İslam? Özü tatsaktır, öz kanunda özü olacaktır. Хочу здесь напомнить, что вот мой первый митинг, который выступал в Стамбуле в ГНКП, мы даже тогда, когда обращались к народным властям, сказали, что не подумайте, что мы возьмем в руки оружие и будем проливать кровь. Мы против смерти, мы против убийств любых видов и всех. Не имеет разницы, кто не был бы перед нами. Мы будем сражаться буквой закона. Спасибо всем и тем, кто пришли. Когда мы выступаем против диктатуры, мы должны понимать, что все диктатуры одинаковы. Неважно, путинская это диктатура, российская, туркменская это диктатура, диктатура ли это китайская, корейская, северокорейская, или это венесуэльская диктатура. Самое главное, чтобы цивилизованные люди не сотрудничали с диктатурами, сопротивлялись. Вот сейчас ОБСЕ, все европейские структуры получили хороший урок даже самим Путиным, которого они долго любили, чьи деньги они принимали в Европе, в Америке, где угодно, а получили в конечном итоге войну, потому что закрывали на многие глаза. И по всему миру посмотрите, как за последние 2 года, после достаточно слабой реакции в результате развязанной войны, в результате аннексии Крыма, как вообще отморозили все диктаторы. В Венесуэле Мадуро решил захватить целый регион у соседней страны. Хамас, который поддерживается точно так же Путиным, решил напасть на Израиль и устроил просто небывалый теракт. Иран решил просто открыто бомбить ракетами, дронами, точно так же Израиль. По всему миру диктаторы распоясались, именно потому, что европейские структуры, американские структуры во многом закрывают глаза на их или очень любят их деньги. Деньги диктаторов. Но, как показывает практика, все это заканчивается в конечном итоге проблемами и болью для самой Европы, цивилизованного мира. Поэтому цивилизованному миру пора понять, с диктаторами сотрудничать нельзя. Спасибо вам.
Да, я напоминаю еще раз, что мы здесь не критикуем других оппозиционных деятелей. Мы собрались по совсем другому поводу, и важной вещью является то, почему мы здесь стоим напротив ОБСЕ, и то, почему мы делаем акцент на Туркменистане. Туркменистан — это самая закрытая страна на постсоветском пространстве, в которой права человека соблюдаются в наименьшей степени. То есть там диктатура дошла до своего, можно сказать, пика и продолжает развиваться дальше. В Туркменистане происходят страшные вещи. В Туркменистане есть горбатые камеры, в которых человек может находиться только согнувшись. В Туркменистане вас могут убить, как и, например, в Чечне, которая сейчас является частью России, так что вы просто пропадете без вести. Более того, в Туркменистане заблокирован интернет. Мы надеемся, что как можно больше туркменов нас сегодня услышат. Дякую вам, до видения. Извиняюсь. Дальше. Другие диктаторы учатся и перенимают опыт у Туркменистана. И обратный процесс тоже происходит. Они сотрудничают. И мы сегодня знаем, что туркменская диктатура поддерживается как минимум путинской пропагандой, что очень многие места в силовых структурах занимают российские силовики, как и в Беларуси. Эти чекисты сотрудничают друг с другом, и когда где-то какая-то информация укрывается, в данном случае у нас дошло до того, что власти укрыли информацию о стихийном бедствии. То есть они скрывают факт урагана, который видно в метеосводках. То есть дошло уже до такого. И мы видим по России 24 сегодня, как в Туркменистане классно жить, и как в Северной Корее классно жить. Ребята, откройте глаза, те, кто смотрит эту гребаную пропаганду. Это уже переходит все пределы разумного. Теперь о том, почему почему мы стоим здесь все вместе с разными флагами. Теперь к тому, почему напротив ОБСЕ. Мы просим международные инстанции, потому что мы знаем, что к диктатуре петициями обращаться бесполезно. Это уже всем известный факт. Поэтому мы просим международную инструкцию публично потребовать у туркменских властей признать факт урагана 27 апреля и признать все нарушения, выплатить компенсации всем пострадавшим семьям. Также люди, которые оказывали в городе Чурчов гуманитарную помощь, стали узниками совести. То есть режим посадил в тюрьму за то, что они оказывали гуманитарную помощь. Да, меня слышались именно за это, потому что они якобы мешают властям укрывать факты разрушения и делать вот эту картинку стабильности и благополучия, которая всем россиянам тоже прекрасно знакома у нас. Потопы происходят в России, катастрофы происходят в России, и точно так же, абсолютно точно так же известны факты, когда при коронавирусе не давали волонтерам, не давали независимым профсоюзам снабжать их больницы нужными расходниками. По той же самой причине дискредитировать сраную репутацию сраных диктаторов, за которую они трясутся. Мы здесь стоим, чтобы ее разрушить, чтобы открыть как можно большему количеству людей глаза на то, что это такое. Поэтому также мы просим ОБСЕ и высокие международные инстанции, как представители цивилизованного, как здесь было раньше сказано, мира, потребовать от Туркменистана выпустить всех политзаключенных, предъявить о них информацию, потому что сейчас многие люди просто пропали там без вести. Вот недавно Меликберде Алланмурадова, Россия, которая не дала ему убежище от туркменской диктатуры, помогла вывести в Туркменистан, сегодня пропал без вести. Поэтому мы требуем, просто мы даже не просим, мы требуем у ОБСЕ наконец помочь открыть глаза и попросить. Вот это все. Мы составили петицию, ссылка будет по трансляции, пожалуйста, подпишите ее. Потому что к международным инстанциям, в отличие от диктатуры, обращаться имеет смысл. Они могут нас услышать, если мы сделаем это вместе. Следующий. Всем привет, я белорусский анархист. Попросили не критиковать других оппозиционных активистов, не высказываться за насильственные методы, поэтому я урезал свою речь на 2/3. Это шутка.
Если серьезно, то я считаю, что плюрализм — это наша сильная сторона. Это то, что мы должны взращивать в себе, в своих гражданских структурах, в своих инициативах. Это то, что даст расти будущему обществу в наших освобожденных странах, освобождение которых, я очень в это верю, вскоре наступит. Ну, а теперь ближе к сути. Вчера была годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС. Я был на акции белорусской диаспоры, посвященной памяти этой трагедии. И подумал, что речь, которую я там произнес, она точь-в-точь подходит к сегодняшней акции. И это речь о том, что главный вообще урон во время таких техногенных катастроф, он наступает не столько от самой катастрофы, сколько от нежелания авторитарной власти позволить обществу с ней бороться, выделить на это ресурсы, от лжи, от попыток скрыть последствия, что их только усугубляет, что укрепляет власть, разрушает общество и усугубляет последствия трагедии. Трагедия может случиться не только по вине властей, там уже, как возможно это было на Чернобыльской атомной станции. Это может быть какой-то ураган или действительно стихийное бедствие. Важно то, как ведет себя власть, как она мешает обществу бороться с этой проблемой. Это то, что мы видели в авторитарных странах во время ковида, как это было в Беларуси, где ковид отрицался, где люди умирали, где медикам не разрешали даже использовать защитные средства. И только общество, гражданское общество за свои деньги, покупая эти защитные средства, помогало как-то стране выжить, помогало людям выживать и бороться с этими последствиями. В связи с этим я призываю вас помнить о том, как страшно, когда ресурсы целой страны находятся в руках у маленького количества людей. Хорошо, если эти люди как-то кем-то контролируются, либо в силу каких-то причин сами действуют адекватно, могут поступать адекватно, но часто, когда власть находится в руках небольшой группы людей, это дело случая. Слетит диктатор с катушки или не слетит. Поэтому я, как анархист, призываю вас бороться за общество, в котором люди сами будут контролировать свою жизнь, сами будут управлять ресурсами. Я верю, что это возможно, что мы с вами способны на то, чтобы управлять собственной жизнью, что мы с этим справимся не хуже, чем кучка престарелых дедов. И тогда, если случится какое-то стихийное бедствие, это будет гораздо сложнее замолчать, потому что не будет группы людей, которая будет дорожить своей репутацией, а будут люди, которые борются с проблемой, со своей общей проблемой. Так что давайте бороться за общество плюрализма, за свободное общество без диктаторов, за общество, в котором мы будем оказывать взаимопомощь, солидарность, вместе бороться с проблемами, с проявлениями диктатуры. Спасибо. И еще раз przepraszam wszystkich, że mówię po turkmensku, mam obserwujących w języku turkmenskim. Z tego powodu będę przedłużał swoje rozmowy w języku turkmenskim, że mam nadzieję, że kolegi, który jest tutaj, będą wszystko dobrze to zrozumiane, przetłumaczone innym osobom, że nigdy nie mieliśmy złych myśli, złych idei. I teraz Eyleyleşler yanında bir gedek yatılacak hakikattanım şol 26-27 aprel tabii hareket Marı ve Lebap velayetinde bolup geçen hadise. Onun yön sırasında Covid'in başlamağı bilen İstanbul'da 52 tane Türkmenistan vatandaşının bir vaat aradan çıkmaklığı sebepli, hava alkogol sebep bolup bilen bir vaat aradan çıkmaklığı sebepli Türkmenistan'ın ölüsüne çıktı. Hem de şol vaxtın özünde aeroportta alıp gidilmeyen koyulan 80 sanık Türkmenistan'ın rayeti İstanbul'un aeroportuna beton toğulun üstüne bir heptelep yattılar 10 günlep. Biz bundan havarımız var yattan çıkan ayda götürüyoruz. Ve bunun üstesinde 26-27 aprelde bolup geçen vaka hakikaten hem Türkmenistan'ın halkını esasen hem daşırnakları ve içindekleri tolgundurdu ve harekete geçirdi ve herkes de bir içine umut bağladı. Ve şu umut bilen bağlılıkla birlikte bugüne geliyoruz ki 4 yılın neticesinde
Bizim meydanyny gören zatlarımız ya da internet ulgamyna bolup geçen zatlary görenimiz Türkmenistan häkimiýeti, diktator häkimiýeti elinden geleni ne diýer? Özüniň deklaratsiýasyny goramak üçin. Öňe 5 sanak telewiziýa kanalynda bir transferin görkezýän bolsa bugünkü günde sanlyca bir 50 sanak, 60 sanak ýa-da bir 100 sanak diktatoryň tarapdarlary ýa-da şeýle diýil polezny idiotlary hökümeti goldaýan çepek kakýanlar diňe şolardan ibaret hökümeti we dünýäni aldajak bolýarlar. Men şu aýda Polşa ýylyň ilkinji gelen günüm Gyzyl Interpol bilen saklandım we ertesi gün prokuror bilen görüşenimizde prokuroryň aýdan bir sözü boldy maňa. Diktatorlaryň ählisem diýdi, özüni akylly saýýarlar, galan dünýäni samsyk saýýarlar diýdi. Olaryň diktatorlaryň göz boluşly häsiýetleri şol. Şonuň üçin hem ildeşler biz size ýene de hiç kaçan elinize yara galalyň, urşalyň, gürüşalyň, adam öldüreliň, kelle alalyň diýip aýdymyzak we biz adam hem hiç kaçan çağıramyzak, çağırýan adam kim gynaýas we ýene de aýtjak bolýan adam revolütsiýa diýen wagty ýa-da evolütsiýa diýen wagty hökmen eline orok, çekiç, pil, kätmen alyp kelle almaly, adam öldürmeli diýen zat däl. Konstitusiýa bar, garajan hukuklary bar, garajan kanunlary bar, hökümetin çykaran kararlary, fermanlary bar. Biz bulary dolu şekilde ulanıp bilýäris we halk bolup Türkmenistanyň başynda oturan zulma edip bilýäris we ýalnys şu aýda aýal dowamymyz rus dilinde o aýtdy. Diktatorlar bir-birinden iyi salýarlar diýdi. Hakykatdan hem yer ýüzünde ilkinji zulüm, esasy zulüm Türkmenistanyň oturan gurbanguly. Putin mundan örnek aldy, Erdogan mundan örnek aldy we ýerde käbir döwletler mundan örnek aljak bolýarlar. Şonuň üçin dünýädäki zulümüň köki Türkmenistanyň, dünýädäki zulümüň köküni aýryp bilsek inşallah azyň birlikde elbette ki beýleki diktatorlara da aýyrmana bir bölünç, bir başlangyç boljakdyr. Sag bolun, minnettar. Хочу немножко высказать свое мнение на русском языке, на туркменском языке, а потом перейду на русский язык. Hormatly Türkmenistan'ın raýatlary, 27 aprel 2020 ýyl Türkmenistan'ın taryhynda bir facialy waka boldy. Beýle tupan Türkmenistan öz döwründe görmendi. Bir näçe adamlar ýogaldy. Türkmenistan'ın häkimiýeti resmi statistikany dünýä aýan etmeýär. Türkmenistan Aleykümselam. aýan etmeklikden Meeting başga boldu, ecir meeting. çeken vatandaşlaryna hiç kili ýardam etmedi. Ve 2024 ýyl şu gün 4 ýyl bolup geçmiş ol parasat bilen baglanşyk waka bu neçenli OBS binasynyň önünde hiç bir zady boýnuna alanok. O Sovet yurtlarının aktivistleri bilen birlikde birleşip biz şu gün OBS'ye hizmetlaşma kurulmasını demokratik hukuklar ve adam hukuklar bölümünün yanına geldik edarasına ve onun önünde biz talaplarımız bilen çıkış etýäs. İlkinci bilen hökmany suratda Türkmenistan hökümeti olan pajgaly wakany boyun almaly. İkinciden ecir çeken Türkmenistan raýatlaryna maddi kömegini bermeli, olarak kompensasiya tölemeli. Üçüncüden Türkmenistan'ın hökümeti hökmany suratda ölüm ýetimleriň resmi statistikasyny aýan etmeli. Dördüncü bilen 27 aprel Türkmenistan'ın matam günü diýip elan edilmeli. Sağ olun. Мы требуем от ОБСЕ, во-первых, давить на власти Туркменистана, то есть потребовать от них, чтобы они отчитались о ходе восстановления города. Но сначала, чтобы они признали факт урагана, чтобы они выплатили компенсации всем пострадавшим и семьям всех погибших, чтобы они открыли статистику жертв и разрушений и чтобы освободили всех узников совести в связи с этим ураганом и всех остальных. 5 требований.
Спасибо огромное каждому. У нас на самом деле очень много проблем. У нас очень много других проблем. Страну правит чекистская хунта во главе маниакала. У нас сейчас уродливая диктатура, прикрытая мертвым, полудохлым телом демократии. Туркменистан одна из самых закрытых стран в мире. В течение последних, наверное, 30 лет страну правят диктаторы. И целое поколение выросло без понимания, что такое демократия, свобода слова, свобода самовыражения. Они не знают, не понимают, что это. Это уродливая, прогнившая власть в стране сделала из людей массу и рабов. Еще раз, у нас очень много проблем. И вся твоя жизнь, гребаная твоя жизнь в Туркменистане, это то, что в Туркменистане нельзя по местному языку. Болонок. Понимаете? Туркменистан это не только Ашхабад. Запомните это. Туркменистан это еще Ахал, Мары, Лебаб, Дашагуз, Балкан. Ребят, не забываем, и я им тоже сигнал буду. Ни убийство, ни преследование, ни унижение должны определять судьбу человека. Пора и осознать, что такое права человека, свобода. Основа любой власти – это народ, а народ – это есть ты. Эта власть выдумывает коррупционеров, и реальная борьба идет с независимым бизнесом, чтобы только это маниакальное семейство зубного доктора с чекистской хунтой могла ломать, пилить страну и красть, потому что вы считаете это свое. Красть все, что захочется. В стране автократия, тоталитарная диктатура, и эта людоедская власть считает, что только им принадлежит государственный бюджет. И считает, что они перед никем не должны отчитываться. Эта власть отвергает все легальные методы высказывания, неудовольствие, избивает и пытает людей за то, что люди вышли на площадь или хотя бы пытались выйти. За то, что люди сказали, что что-то против себя. И да, только мне, пидору, есть дело до свободы Туркменистана. Что делать? Отвечу. Отказываюсь быть в бедламе нелюдей. Отказываюсь жить с волками площадей. Отказываюсь быть с акулами равнин. Отказываюсь плыть вниз по течению спин. Не надо мне ни дыр ушных, ни вещих глаз. На твой безумный мир ответ один – нет. Супер. Спасибо тебе еще раз за организацию этого митинга, уважаемый дорогой Давид. И еще раз хочу напомнить, як можливо это będzie przedłużyć на языку польским. Хочется напомнить организации прав человека, ну и, конечно же, которая станет за ними, Организация Объединенных Наций, которые все за этим стоят в ответе. Что хочется припомнить закон, который они приняли по предложению Кофи Аннана с канадского варианта по ситуации с Чаушеску и как-то еще один, помню. В общем, когда вот они тоже делали диктаторство, робили зло со своим режимом, со своим народом, что произошло? По предложению Кофи Аннана по канадскому варианту было принято решение, что демократические страны, президенты которых творят зло и, одним словом, просто диктаторы, им, чтобы они не убивали свой народ, чтобы позволили своему народу выполнять свои демократические обязанности, то Организация Объединенных Наций и тот самый ОБСЕ, они должны уже решить эту проблему силой мира. Спасибо за внимание. Он не оратор, он человек. Давайте, да, наверное, подытожим и будем заканчивать мероприятие все. Хорошо. Значит,
У нас очень много в разных диктатурах общих черт. Например, закон против ЛГБТ, который сейчас принят в России, деградирует до такого состояния, как в Туркменистане и как в Чечне. Но в Чечне вообще это отдельная тема, не будем ее сейчас подробно поднимать. То есть люди будут преследоваться за то, что они иные. Не надо думать, что это про какую-то пропаганду речь. Не надо думать, что этот закон кого-то защищает. Он только репрессирует инакомыслящих. И этот закон принят в России. Скоро он будет, скорее всего, приниматься и в Беларуси, потому что диктаторы друг у друга перенимают практики. И репрессивное законодательство тоже в том или ином свете и виде перекочевывает из одной страны в другую для того, чтобы было эффективно закрывать рот инакомыслящим, для того, чтобы было эффективно нас закатать в асфальт. Но мы не будем закатываться в асфальт. Это, по-моему, слова Марии Колесниковой. Всех в одинаковый серый асфальт навсегда не закатаешь. Мы вот сейчас видим, что в Туркменистане тоже есть гражданское общество, несмотря на то, что страна закрытая, очень давно под гнетом. И если мы не желаем, чтобы наши страны, Россия и Беларусь, тоже превратились в то же самое, в такой же Туркменистан, если мы не желаем, чтобы это длилось долго, нам нужно отказаться от идеи, что это все не наше дело. Чужих проблем не бывает. Если вы не можете сделать много, если вы не можете осмелиться выйти на митинг за рубежом, если вы не можете осмелиться на решительные действия, то хотя бы не молчите. Хотя бы разговаривайте друг с другом и меняйте свое собственное сознание для того, чтобы в решительный момент, когда он будет, выступить против. Все вместе единой силой, потому что солидарность – наша сила! 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 И об этом говорит то, что нас вот здесь вот с пустыми руками диктаторы очень боятся. У нас сейчас агент какой-то спецслужбы снимал на видео, он убежал, когда мы подошли к польской полиции. Соответственно, они боятся нашего голоса, поэтому давайте говорить. Спасибо. Hormatly izleyiciler, hazır biz şu YHK Yevropa Xavfsizlik ve Xizmatdaşlık Qurilmasının önünde geçiren çaremizde bir neçe näberli Türkmenistan'ın raýatlary gelip video alıp gittiler. Bizi goýrap duran polisiýa işgärlerine yüzlendik, gynansak da bu taý köpçülük yer bolanlygy sebäpli ähli adamlaryň suraty we video düşürmäne hakkı bar diýdi. Ýöne şonda da näme görülýär bu taýda? Türkmenistanyň hem-de postsovet döwletleriniň hopsuzlyk işgärleri raýat jemgyýetiniň agzalarynyň aktivliginden haskem gorkýarlar. Varşawada postsovet dissidentleriniň alýansy diýilen topor döredildi bu taýda Varşawada. Şol toporun ilkinci gününde Facebook akkauntunda beren anonsunda eýem köpçülük habar berişleri işlerinde anons berilenden soň näberli adamlar tarapyndan kiberataka edilip Facebook akkauntu döwüljek boldy. Diýmek bu bir gowlugyň alamaty. Так, ildeşler yine de şu ad aýdyldy, solidarność naša sila diýmek, agzybirlik we jewislik biziň esasy güýjümiz we bugünkü günde diktator häkimiýeti bugünkü günde ýönekeje eli kagysly, ruçkaly, telefonly erkin adamlaryň aýtyşynyň garşy gorkýan bolsa, diýmek gorkýarlar. Dine daşynaklarından däl, yurdun içinde mektep partasında oturan okuyucudan gorkýarlar. Yurdun içinde mektep partasında oturan studentlerden gorkýarlar. Eline kısmantorlarını alýa, her bahanalar tapýa, dünya bilen alakasyny kesýär. Ildeşler, demokratiýa Gurbanguly däl. Demokratiýa Putin däl. Demokratiýa Lukashenko däl. Demokratiýa Erdoğan däl. Demokratiýa azybylyk we jewislik diýmek.
birege sıyla hormat demek. Да, если один человек сказал, что может одному ему этому пидору и надо, то şoburlarda menemaydiyan. Onda bana da gerek, dine ona gerek mi? Ya da dine buna gerek mi? Ya da dine buna gerek mi? Yine de ünsümüzü çekecek bolyan. İnternette mümkünçiliğiniz bar vakti Polşa halkı 80-88 yılların arasında nemeler yaşadı. Xitayda gelen o vaxtın bir palyaktan. Hani dolaştım ben 3 yıl bundan, 2 yıl bundan. Bir vaxtlar esler dövründe yaman azalı halk eken. Bir-birinden sıylamayan ekenler, onuşmayan ekenler. Bir mazinin üç köşk saada alta çiğcik pasırlap köçüde yürüyen eken. Edir şu vaxtı Türkmenistan'ın yağdayını bular 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl bundan yaşadılar zıboy. Ve şu vaxtların daray diyen ekenler. Biri ölüptür o dünya var düşenli dozak çukurlarının her kaysının başında bir qarı olma, biri boş diye. Ama o çukur boş mu otayda hiç kim yanan ok mu ise otayda palyaklar yanıp getirler onlara qoğraqçı yerekler. Birbirinin ayağından çekecek diyen vaxtı beni hem şok etti hem tesirlige çekti. Demek ki bu 45. yıldan son ya da mesela Esser sistemasının, Stalin'in sistemasının doğamı edip dur. Bugünkü günde diktatörlerin üstünden upravlenski. Seyretsenize Türkmenistan'ın prezidenti birinci atası İznin oğlu подходит к Путину, и Путин их награждает медалью за заслуги перед Отечеством. Возникает вопрос. Президент Туркменистана Бердымухамедов, где твоя отчизна? У Путина или в Туркменистане, как он тебе выдает медаль за заслуги перед Отечеством? Перед каким Отечеством, какие заслуги ты заслужил у Путина? Значит, и Путин, и диктатор Бердымухамедов, и остальные, все, кто с ними в одном корыте, против них надо бороться. Буквой закона, солидарностью, вместе и единством. Спасибо всем, и особенно организаторам, и, конечно же, особенно этим молодым людям, которые создали альянс постсоветских стран, которые борются против режима. Все молодые ребята, девочки, мальчики, молодцы, я всех поддерживаю, люблю, уважаю. Продолжайте свою деятельность. Bolya illeştirene men yine de şahidaydayım. Bizim bugünkü günne devam ettiren bu hareketlerimiz hakimiyetleri korkuzyanını biz izimizden duyas yurdun içinde de görüp oturuyoruz. Yurdun içinde başarıp bilseniz yavaş birek bilen katlaşıp başlayın. Milise bilen katlaşın, bayanlı bilen katlaşın, prokuror komitetler bilen katlaşın, hakimiyet işgalleri bilen katlaşın. Bunlardan ayrın. Spasibo emmeğinize, sağ olun. Yo, listen up. Just only listen up. We are here just on the request our justice and freedom. That's why. Varşava'da Happening in our country is a tornado, but unfortunately nobody is saying about this in the news, on the news, to be helping for our people. Nobody. Just all what is happening. Nobody is helping. That's why. Because our country is I think so, is maybe 33 years under motherfucking dictatorship. You know what I'm saying? That's why. But I don't know why. We are born, we are suffering every time in our country, it's Turkmenistan. That's why. Look at this. Where's the picture? The both guys with no here. I don't know why. We are just only requesting our justice and freedom in our country. We want the freedom. We are never ever will be the support is a dictatorship. It's a system like the Putin, like the Turkmen, the Putin. Berdimuhamedov is a shit. You know what I'm saying? We are wanted to just only. We will struggling all time to be. Because why? To help our people. Thanks so much, guys. Who's that? Спасибо. Рэпом айтмару. Думаю, на этом все закругляемся. Я бы хотел напоследок почитать стихотворение туркменского классика Махтанкули. Это очень... Evet. Bir mana pidere gerek. Türkmenistan'ın adatlığı diyen söz var şutaydı. Ahırın gelip geldi yanına.
we all time struggle for the freedom and justice in our country, in the Turkmenistan. You know what I'm saying? When we're talking about is the Turkmen, you listen to me, is a Turkmen, is the terrorist system. Because why? We will fight. We will fight, we will struggle. Because of why? We are people, we are no is the all time, we are never ever have just guns or things. We are wanted to be legal, just only legal working outside. Why? You know what I'm saying? So exactly, because soon we are expire is a passport, but our country is not think about this all time. What's Because up with why? that? Turkmenistan have just like the system is that every people's other countries that maybe immigrants want to go is get back in country because of the under control you can go outside, you get to pay. Why? Of course it's corruption. Why is the corruption? You know what I'm saying? Without passport in the outside, without is a passport, you know what I'm saying? Without passport, is an expired passport, you can go outside, it's illegal. There's no way. Thanks, man. Eziyldaşlar, biz şu bilen mitingimiz geçirip o'taryapmiz. Mitingin soňunda Mahmud Puraýnyň bir şygyrlaryndan aýdyp geçesim gelýär. Bir ağır şygyrlardan. Köňüller, yürekler bir bolup başlar, tarsa ýygyn erer, topraklarda aşlar. Bir suprada taýýar kılınsa aşlar göteriler, olup galy türkmeniň diýilen goşky hemme kimede bellidir. Ýöne şu gije gündizde Türkmenistanyň hakyky ýagdaýyny suratlandyrýan bir bend aýdyp geçeli. Gömüldü deryalar, yıkıldı dağlar. Yetimler göz yaşını döke başladı. Orramsydan bolan haramhor beyler yurdu bir yanından yıka başladı. Ey zeyleşler, дыммаңlar, не молчите, хватит терпеть. Власти должны уже принять нас. Они должны понимать то, что мы не будем молчать. Туркменистан должен принять факт урагана. Туркменистан должен выплатить моральную компенсацию и денежную компенсацию всем пострадавшим. Отпустить всех узников совести, волонтеров, которые помогли, которые пытались помочь всем людям. Власти Туркменистана должны объявить 27 апреля днем траура. Всем спасибо. Şurada benim bir boş kaytacak, biz boş kullarını tamamlayacak. Ediz Türkmenistanlılar, Türkmenin Ceyhun bilen Bahri Hazar arası, çöl üstünden öser yeli Türkmenin gül gunçası, kara gözün karası, kara dağdan iner sili Türkmenin. Ol yolvors oğludur, yolvorstur seri diye, serhoştur seri. Eylilleşler, aziyirlik bilen, cevizlik bilen, kanun sözü bilen, yenecektir inşallah. Allahümme eşkiliz zalimine biz zalimin ve ehricne min beynihim salimin. Zalimler birbirini yok etsin, halis Allah, söğü taraftarları adamları yensin ve sağlaman kalsın inşallah. Sağ olun. Я хочу сказать, терпение – даже элементарные человеческие права нет, знаете? Элементарные человеческие права, ну, примерно, можно сказать, свободно на улице. Ну, прошу прощения за то, что я говорю на русском языке. Вот, представляете? Вот, элементарные человеческие права, вот, если вы ходите на улице, там где-то такое, без коррупции, ты просто никто. Просто никто. Коррупции нет, нету, типа, вот эта фишка, типа, как это сверху власти и money. Если вот это две системы у тебя нет, то ты просто никто. Ты просто начинаешь выживать или сдохнуть просто, как собака. Все. Спасибо. Не выключайте. Вы закончили? Ай, mówię, że za 2 godziny to będzie trwać. Кстати, у нас не ЛГБТИ, а у нас ЛГБТ. Блять, я это должен был сказать. Я ЛГБТ, блять. Oh. Okey, sağ olun eyldeşler. Emeğine minnettar. Yıllarlar maşin gel, kovluyalar, vaxtları geçti. Meeting vaxtdan kurtardı.
Sağ olun hemmenize katnaşanımız için. Mr. Nobody sağ ol gelenin için ayrıca sana minnettar. Sen bir rap'ın bir tayarla oyunda nesip edenlerle. Ava. Onda öçürecek benim efiri. Amin amin edildeşler. Adam bulayın da kayıtsız. Adam hakkınızı bulayın da. Ki mesela dışarıda var Türkmen diye kutun ya. Çok adamlar bize pasportsuz gezip yiyorsa ona ne o pasportsuz. Ya ne bileyim elementar bir Yok, o da düşünüklü. Adamın hakkı yok elementar. Bir de ondan bu taralı organizatorlar kaçıp var ya bunlara bir de alar vermesinler полициялар. Спасибо всем, уважаемые граждане. Борьба продолжается. Мы еще не останавливались, не собираемся останавливаться. Нам дают подножки, нам делают, что хотят всякие подлянки. Мы не обращаем на это внимания, потому что bizim maksadımız diktatora karşı görüş. Beylekilere karşı değil. Biri geliyor bana yamanlık eder, netsin bir ona ünsen beremiz yok. Cüycani güyüz tanışırız. Neyse, Miyodova onun Hocanıp Bezp Serdar, David, yine de beyleki postsovet kabratları ve Mr. Nobody nesip edenler. Yine de görüşen çek sağ olun, Allah'a emanetsiniz. Opşine çağdan